Дорогие друзья, ну что, сейчас у огородников наступила самая горячая пора. Это пора битва за урожай называется, дорогие друзья. Но посмотрите, пожалуйста, на свои огороды и оцените, насколько ваши труды были оправданы, насколько вы вложились в свои огороды. И сегодня, в общем-то, идет уже, как говорится, подсчет тех усилий, и он равен ли тем плодам, которые вы будете собирать вот-вот уже на днях практически. Дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях у Иннокентия Федорова на его огороде. И мы сегодня будем говорить о его посадках, о его культурных растениях и какие результаты собирает, в общем-то, да, по результатам своего труда наш герой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, у вас шикарные урожаи и помидоров, и свеклы. Давайте поговорим об этих двух популярных культурах, которые любят все огородники. Конечно же, любой огород, ну, не мыслим просто без помидоров и без свеклы. Это самые популярные овощи на нашем столе. У вас просто вся грядка, ну, как сказать, да, усыпана плодами. Что это за сорт помидоров? Как вы за ними ухаживаете? И как вы добились вот такого шикарного результата? Начнем с того, что в Якутии очень короткое лето. И возникла потребность в таких скороспелых сортах, которые дают очень высокий урожай буквально с июля месяца, да? Середины июля. И в нашем институте работал такой блестящий ученый Семен Романович Попов. В одной лаборатории мы с ним работали. Он давно не работает, но он жив-здоров до сих пор. Он создал вот прекрасный сорт Хаяхсыт. Хаяхсыт. Это наш якутский сорт? Да. Хаяхсыт — это поселок в Чурапчинском районе, откуда он родом. И вот таким образом увековечил прославил свою родину, да. Чурапчу, и свой наследник. Что он сделал, да? Он поработал с мировой коллекцией томата во Всесоюзном институте растениеводства в городе Ленинграде и подобрал очень такой образец из высокогорья Южной Америки. Так. Южная Америка, люди думают, тропики, да? Но там есть в Чили кордильеры, такие горы, да, ответвления Андов. И там на высокогорье на 4000, 5000 над уровнем моря, на высоте. Там лето только 2 месяца, даже суровее, чем в Якутии. Ого. И там свои помидоры, да? Так. И в свое время ВИР, это Всесоюзный институт растениеводства, привезли оттуда семена и выращивают вот в Ленинградской области. Семен Романович задумал такое, взял этот образец, скрестил с каким-то, я точно не знаю, с каким-то российским сортом. Мне кажется, это верлиока, такой популярный сорт до сих пор, массовый сорт. И получил очень скороспелый такой сортообразец Хаяхсыт. Он в госреестр не попал, где можно не купить, успел, кстати? потому что это очень большая бюрократия. Я у него взял эти семена, вот этого вот гибрида, да, между чилийским и российским сортом. Он обозвал его сорт-кандидат, можно. Он в госреестре, он официально не сорт, просто его называем сортообразец Хаяхсыт. Он хорош тем, что очень скороспелый. Со второй половины июля он уже дает урожай. Я уже дважды снял отсюда большой урожай. И растение все равно продолжает расти, да? Давать урожай. И буквально он еще заморозкоустойчивый. Он до середины сентября, даже после первых заморозков силой до -3, он продолжает вегетировать. А вы накрываете как-то, вот чем-то укутываете? Я не укутывал. В прошлом году они до середины сентября прекрасно плодоносили. Последний урожай я собрал где-то 14-15.
Они вот так и лежат, да? Смотрите, вот ножка, Да. обратите внимание, сама вот, ну как это называется? Это Вот второе этот стебель, преимущество да? сорта, да? Стебель очень толстенький, но посмотрите, я подумала, что это уже прибило морозом как-то, а так он сам по себе, ну вот такой вот, любит полежать, да, или Да. как? Нет, он, особенность такая, чтобы люди не... Тут Попов добивался того, чтобы люди уделяли минимум времени, да? Мгм. Очень много времени на обрезку уходит вот с этими... На посынкование, так на называемое. посынкование с нашими российскими сортами. Без посынкования, без привязки Мгм. они не дают большого урожая совершенно. А он нашел такой вот его сортообразец, не обрезается, не посынкуется. То есть посадили, Да, забыли. Главное поливать. Не забыли его поливать и удалять сорняки только. М. Минимум времени Да, уходит. повозиться нужно, но не так, как, допустим, с другими Да-да. сортами. Смотрите, а плоды, вот они такие маленькие или как-то они еще как-то более такими Плоды становятся? не очень большие, но их Ага. колоссальное количество. Их В много. прошлом году я такое среднее растение выбрал, да? Мгм. по качеству Все-таки я ученый человек, поэтому с одного растения сколько можно я видел, что очень много, да, дает плодов. И я взвесил. С одного растения 7 килограмм получилось. За один раз. За один раз. А Это вы последняя говорите, уборка. да, а вы говорите, что вы уже снимаете урожай До этого я покрасневшие снимал. Уже сняли. Раза 3. раза 3. Ого-го. Скажите, вот интересно, сейчас все скажут, так, я тоже хочу вот именно такой сорт помидоров. Где их можно приобрести? Ну, обращайтесь ко мне. Я институт? помидорами Мгм. продаю. В Помидорами. смысле помидорами, а потом уже люди сами как-то Да, должны... дозаривают помидорину. Так, Дозаривают это, то есть до покраснения, и чтобы плод стал мягким. так, а На затем 4 части разрезают и зубочисткой вытаскивать семена. вытаскивают семена. Подсушивают. В одном помидоре где-то около 200 семян. Мгм. Минимум 150, наверное. Ого! Их на А4 высушивается, и все. И на следующий год, Пакетируется. на следующий год можно высаживать. Да, да. И таким образом. Значит, еще раз, этот сорт помидоров у нас называется хаяксыт. Хаяхсет. Хаяксыт. Ну, дорогие друзья, если, а по вкусу как можно понять, вот какие они сладкие? Можно вот сорвать вон тот помидорчик? Ага, да, давайте. Тут, Давайте. тут красный нам я убрал как очень, раз. да, очень нам вот тут вот Ага. разрешили. Они красненькие, но вот здесь вот немножко он такой почти созрел. Ну, Мгм. допустим, ой, а красные там Они есть. сладковатые. Да, сладковатые. Вот здесь Мгм. вот зелененькие, а вот здесь вот уже они, посмотрите, вот здесь уже созревшие плоды. Ну, давайте мы возьмем Мгм. самый такой большой. Мгм. Он уже сам просто вот. Мгм. Так, ну ничего, мы вот так вот возьмем, Мгм. вот так вот потрем. Вот такой он красивенький, румяненький. Вот такой вот, посмотрите, красота. Мгм. Можно? Так, вот, посмотрите, вот такие плоды. А сейчас мы попробуем. Попробуем и оценим. М. М. Слушайте, то, что продают у нас, ну, везде-везде, дорогие друзья, ну, как бы наши местные помидоры под такой вот маркой. Ну, Но ни в какое сравнение. не идут. сравнение, ну просто небо и просто вот земля. Друзья, хаяксыт – это прекрасный, оказывается, сорт. Так что берем на вооружение и будем сажать, пробовать. Мгм. Семена, значит, как вы сказали, когда он покраснеет полностью, Полностью, и Вот так мы плод берем станет мягким. прям красный, Ага. мягкий, мы его разрезаем на 4 части. можно, Мгм. можно на 8 частей. Мгм. И зубочисткой вынимаем на А4 семена. А потом как? Я даже не промываю их. Подсушиваем как? Мы где подсушиваем? На А4. Нет, ну где? Дома, на улице. дома. Все, Не под дорогие солнцем. друзья. Да. Мгм. И уже При у вас комнатной готовые семена, и температуре. на следующий год стаканчики, ну, как обычно, а потом уже вот на Энергия грядку. прорастания и Мгм. всхожесть вообще прекрасные. Всхожесть М, больше. невероятная Ага. вкуснотища. Скажите, а как землю, как почву, вот в 2 словах? В 2 словах, высокоинтенсивное огородное растение, Так. томат, да? Мгм. Поэтому надо больше перегноя, до 50%. Мгм.
И любит рыхлые почвы, мягкие. Поэтому хорошо добавлять до 20% хорошо пролежавшие опилки. Хорошо пролежавшие опилки. А всё свежие остальное, нельзя? остальное земля и песок. И это прекрасная почвосмесь. Не только для помидора, но и для огурцов, Для других кабачков, овощных культур. моркови, свеклы. Вот это вот такой Так, полив какой? полив. У многих огородников такая хроническая ошибка. Они допускают хроническую ошибку. Поливают каждый день. Поливают Так. каждый день, то есть растение, корневое растение не дышит в полную меру. Почва постоянно То есть очень взахлеб в влажная, воде. очень влажной почве корням дышать очень трудно. Поэтому надо немножко подсушивать почву. Я поливал раз в 5 дней, но обильно. Обильно. Ну, обильно это как? Вы прям на куст там ведро воды или как обильно? Даже больше, наверное. Это прям вот, чтобы прям вот все было Да, в воде буквально стояло. заливал. Возле этой грядки я стоял, минут 15, наверное, Со шлангом. со шлангом. Поливал. Зато в 5-6 дней один раз. Понятно. А вот метод такой у многих огородников мульчирования. Вы его используете? Мульчирование, в данном мульчирование случае я нет. не использую. Почему? У нас очень короткое лето и вечная мерзлота. Так. Мульчирование препятствует оттаиванию вечной А, мерзлоты. Вот. Чем теплее почва, тем лучше растения растут. Мульчируя, мы не пускаем туда, в Солнечные лучи. толщу земли, тепло не пускаем. Нет, ну посмотрите, а когда у нас стоит жара вот за 30 градусов, ведь внутри температура земли, она ведь очень сильно нагревается? Нет. Не нагревается. Это поверхность только нагревается почвы. А почвы у нас корни- очень холодные, самые холодные в мире. Ну, конечно. А вот корни у помидора, они на какую глубину уходят примерно? Они следуют за мерзлотой. Насколько мерзлота Позволяет? отступает, да? Мгм. Это 2-2,5 метра. Так. Ага. И корни идут, самые мелкие корни идут почти у всех растений. За мерзлотой они идут. Почему? Вот, То есть потому, вглубь что, земли? потому что где мерзлота, там влажно, да, там лед. То есть есть Они влага. оттуда. И растение тоже пытается питаться же, более разнообразить свое меню. В толще земли много микроэлементов. Так, вот, про микроэлементы. Вот вы напомнили. А чем вы подкармливаете свои растения, вот помидоры, в течение всего дачного сезона, начиная с июня? Я подкармливаю, да, травяным настоем, так называемым, из тех же самых листьев огурцов, кабачков, свеклы. Я их не выбрасываю. У меня там ванна стоит. Так. Я их там туда кидаю, заливаю водой, и там закваска есть старая с прошлого года, и они бродят. Получается, буквально растворяются. Процесс идет так сильно, благо жара была, да, несусветная. Вообще я такой жары не помню даже в своей жизни. в этом 1,5 месяца было выше 30 градусов. Это какое-то аномальное лето. И вот этим травяным настоем, жижей такой, я пихаю, насколько позволяет вода, да, что покрывает листья. А навоз вы туда Беру добавляете? тоже сорняки. Сорняки не пырей беру, злаковые, да, они твердые листья, да, они плохо поддаются брожению. Ну, мокрицу, например. Мокрицу, те же Ну, такие другие. нежные некультурные с нежными растения. листьями, да, марь белую, одуванчики очень хорошо бродят. Все туда пихаю, и получается жижа. А как навоз жидкая вы каша. добавляете навоз? А? Навоз Нет, добавляете? навоз не добавляю. Что такое навоз? Так, давайте. Это вот растение, прошедшее через организм животного. Ну, Животное уже все хорошее взяло в себе, так, а остатки выбросило вот это так, навоз. так. И то навоз все равно помогает, да? Мгм. А тут
растение само уже сбродилось, Мгм. да, Все лучше. никто ничего не взял из него, и оно попадает под растение. Мгм. Естественно, это раз 5-6 лучше. Понятно. М. То есть за лето сколько раз вы поливаете, ну, допустим, в неделю? Подкармливаю, да? подкормка у вас? Подкармливаю. Ну, 2-3 раза. 2-3 Хорошо, раза да. за Хорошо подкармливаю. сезон или За сезон. за сезон? А. И травяной настой, да? Мгм. И второй момент. Микроэлементы нужны растениям. Тот же самый молибден, магний, железо, медь, золото. Как ни странно, золото же тоже наличествует. Мгм. Совсем маленькой концентрации, но он Да. есть. И в человеке тоже есть Мгм. золото, сколько-то серебра тоже есть. Вот это все нужно растениям. Всю эту Поэтому таблицу я Менделеева. это даю микроэлементы в виде золы, древесной золы. У меня есть печь дома В бане. и в бане. Я ничего, мусор, целлофан и так далее, конфетные обертки, ничего туда не вижу. Только бумага, чистая бумага И и дерево. дрова. То есть получается чистая зола у меня. Мгм. Мгм. И получается, вот этой золой вы подкармливаете сколько Да. раз за сезон? Когда тороплюсь, даже опудриваю просто. Ага. И второе, вот опудривание помогает отпугивать вредителей. Все равно вредители какие-то есть. Конечно. Ага, те же клопы. Этим летом нашествие клопов было, Как вы с ними боролись? полевых. У меня не было, у людей было. Понятно. Ну, у вас точно Мгм. вряд ли. Наверняка все вредители знают, что здесь Мгм. живет ученый, и надо обходить стороной эту дачу. Мгм. Подскажите, вот когда вы готовите почву к посадке, вы ее как-то обеззараживаете? Ну, допустим, кто-то марганцовку использует, кто-то фитоспорин, кто-то еще какие-то там, допустим, препараты. Ну вот я обеззараживаю почву только под ягодными, Мгм. в частности под черной смородиной. Я их рано весной ошпариваю. Сами растения и почву под ними, под растениями смородины и вокруг. То есть вы стараетесь Ага. использовать как можно меньше химии и Вот на этих практически участках, не использовать. на этих участках я надеюсь на солнце, поэтому я их лопатой просто переворачиваю, и солнце делает свое дело. Мгм. Болезней практически нет у меня. Конечно, понемногу болеют. Бактерии, вирусы, они везде, Мгм. и грибки. Мгм. Ага. Понятно. Но растения у меня получают много воды, хорошее питание, поэтому иммунитет у них хороший. Прекрасно. М. Ну, посмотрите, дорогие друзья, еще раз, сорт Хаяхсыт. Вот я никак не могу доесть, ну вот смотрите. Это, ну, просто прекрасный, чудесный сорт помидоров. Наш помидор, якутский, селекционированный нашим якутским ученым. Еще раз напомните, как зовут. Семен Романович Попов. Ну вот, дорогие друзья, попробуем. А сейчас мы поговорим с вами про еще одну замечательную овощную культуру – это свекла. Конечно же, не мыслим наш стол якутский без свеклы. И я вижу просто гигантские плоды. Дорогие друзья, ну вот сейчас мы будем говорить с вами про столовую свеклу. Свеклу мы все любим. Это и свекольники, это и салаты, это и борщ, допустим. Это какая-то, ну, заморозка овощная какая-то, которую мы все умеем, делаем и обожаем, и особенно когда вот зимним вечером вытаскиваем, и такой аромат. И посмотрите, какие можно вырастить овощи, какую можно вырастить свеклу у нас на якутских огородах. Я напоминаю, что у нас огород ученого. Так, Иннокентий Аполлоныч, расскажите про вашу свеклу. Что это за сорт такой? У меня тут 3 сорта есть. Это вот обычная цилиндра. Угу. И Детройт, третий сорт я запамятовал. Ага. Так. Вот цилиндра, да? Вот это цилиндра. М. Слушайте, ну это вообще какой-то... Обычная цилиндра. Ну какая-то гигантская люди цилиндра. думают, что я какие-то там пользуюсь своими научными связями, какие-то особенные сорта. Нет, это просто самые распространенные банальные сорта, да? А которые как вы есть у всех. добились-то? Есть у всех. Как я добился? Правильным поливом, правильным питанием и правильной почвенной смесью, которую я создал. Начнем с почвы. Почву я уже приходится дублировать. Ну, тоже
высокоинтенсивная культура, поэтому до 50% хорошего перегноя, качественного. Опилки нужны для облегчения дыхания растений, для проницаемости воды. Старые, слежавшие... Воздуха. Аэрация называется. И остальное хорошая растительная земля. И редкий полив. Редкий, но обильный полив. Редкий это как? Один раз в 4-5 дней. Как помидоры тоже. Даже и точно так же вы стоите минут 15, есть дожди, проливаете? Неделю один раз. И все. И поливать так обильно почти до той поры, насколько приемлет вот эта почвенная смесь, вбирает в себя. Поливать очень обильно, но редко. У вас земли, я посмотрю, да, очень много. Вот у вас в 3 доски получается от низа. То есть у вас земля насыпана не на доски, скажем так, да, то есть пола нет у грядки. Грядка прямо на земле стоит, да? И я забыл третий свой секрет, так. Да. Это не сплошная земля, да, не сплошной. Ее 20 сантиметров только. А все остальное это трава. Внизу. Внизу. Так. Я траву с вашего, выкашивал. Я ее даже не выбрасываю. Ее кладу под почву. И она служит питанием. Вот, оказывается, постепенно превращаясь в почву. Да. И через какой-то период у вас будет, ну, как бы вот эта вот земля, трава превратится в почву плодородную. А вы занимаетесь ли, допустим, вот в этом году вы здесь посадили свеклу. Кстати, смотрите, листья какие. Они такие, да? Знаете, они такие мягонькие. Вот, допустим, если смотреть, ну, я сравниваю со своей свеклой, у меня листики такие даже, можно сказать, пожухли уже. Ну, я так это связываю, думаю, ну, осень на дворе практически, наверное, все нормально. А оказывается, ненормально, посмотрите, что происходит. Вот здесь вот листья, они такие мягонькие, как будто это середина лета. Это, ну, просто глаз радуется, глядя вот на такие листики, здоровенькие, чистенькие. Подскажите, пожалуйста, вот, допустим, вы в этом году сажаете свеклу, вот у вас здесь свекла сидит, а на следующий год тоже свекла, или вы поменяете местами с помидорами, допустим? Да. Это называется, да? Севооборот. Вот. Севооборот я делаю, потому что это делается во избежание накопления вот специфических вредителей. Они все равно есть. То есть те вредители, которые любят свеклу, допустим. Я химикаты не применяю, просто выращиваю здоровые растения с хорошим иммунитетом. И они, вот такие растения, не сдаются ни вирусным, ни бактериальным, ни грибковым заболеваниям. И трудно тоже поддаются насекомым вредителям. Но все равно я делаю севооборот. Нынче здесь свекла, на следующий год морковь здесь будет. А вместо моркови будет свекла. А морковка у вас тоже такая гигантская какая-то? Морковка у меня, ну, не очень гигантская, но еще есть время, месяц. Она где-то вот 10 сантиметров. То есть она потихонечку дозреет? Дозреет, А бывает так, вот, допустим, вы посадили морковку рядом. Кстати, вот здесь мы же говорим про свеклу, да? Вначале давайте до морковки поговорим про свеклу все-таки. Свекла, она у вас посажена как? Вот вы сажаете, расстояние, допустим, у вас оказывается, ну, прямо вот, скажем так, вы знали, что у вас такая свекла вырастет, да? Вы оставили расстояние в 50 сантиметров. Некоторые люди говорят, да, меня и до этого не раз снимали, да, некоторые люди говорят, что не надо такую большую свеклу выращивать, она, наверное, там рассаду, он рано. Я на рассаду в середине мая посадил в теплице. То есть растения у меня молодые и плоды большие, но сочные. Они говорят, у него, наверное, твердые плоды, там, неудобоваримые. Нет, нисколько. Они очень сочные, мягкие, потому что высажены поздно, то есть растения молодые. То есть вот такого можно добиться урожая? Правильной почвой, правильным поливом и правильной подкормкой. Иннокентий Аполлонович, мы сейчас с вами подходим к вашей моркови. Морковь тоже выращена, ну, скажем так,
с применением научного подхода. Расскажите, пожалуйста, как вы выращиваете свою морковь? Вот любопытно же людям. Очень много недобросовестных людей. Да, вот Так. я первый раз семена купил и попались не схожие семена. Их мне привезли оттуда, из Запада, семена, и попались пустышки. Поэтому морковь у меня мне пришлось в июне пересевать, то есть поздно. И они не достигли такой, они будут у меня обычного размера. Если с самого начала они были бы хорошие семена, мне попались бы, у меня с полена вырастают моркови, тоже гигантские. Ничего себе! Ну, то же самое, Вот это да! то же самое правильный полив, правильная почвосмесь и уход в виде вот прополки своевременной. Давайте еще раз проговорим вот для моркови, какая почва, вот состав почвы, конечно же, будет интересовать наших садоводов. Ну и все остальное в двух словах буквально. Ну, как все высокоинтенсивные, да, культуры овощные, морковь любит перегной до 50%. Так. Должны быть песок, земля и опилки в равной пропорции. Опилки не забываем ни в коей мере, потому что опилки – это залог хорошей аэрации, то есть хорошего дыхания корневой системы. И раз растения хорошо дышат и им хватает влаги и питания, ну, урожай получается хороший. Ну, с этой грядки, я думаю, получу, ну, где-то, это сколько квадратных метров? 6 квадратных метров, да, суммарно. Ну, я получу, наверное, мешок, хороший мешок моркови. Но визуально вижу, еще месяц, да, ну, чуть меньше месяца. Визуально вижу, что хороший мешок получится. Это 5 ведер 10-литровых. А вы ее как прореживаете очень сильно? Или... Я ее сначала, с самого начала не прореживаю. Сейчас вот они уже где-то 10 сантиметров, 15 сантиметров, да. Я их уже использую в пищу. Так, да, то есть поэтому таким образом вы прореживаете? таким образом я прореживаю. Начал прореживать где-то дней 20 назад. Молодые небольшие морковки я-то для уносил салатов домой, да. Они очень сладкие, такие мягкие, нежные. нежные. В общем, вы все-таки ученый, но при этом вы химию практически не используете. Я химию не использую. Не использую. Иногда только российское удобрение, азофоска или нитрофоска. Это азофоска, азот, фосфор, калий. 3 самых важных макроэлемента. Помимо микроэлементов есть макроэлементы. Азот, фосфор, калий. Макроэлементами их назвали, потому что растения нуждаются в них прежде всего, а потом только в микроэлементах. Азофоска российская, она экологически чистое удобрение. Гормоны роста, там стимуляторы всевозможные, это все у меня исключено. А то, что в магазинах, все они на гормонах, на лекарствах, на гербицидах. Об этом все знают. Это не очень хорошо. Но это не очень хорошо для здоровья людей. Так что, дорогие друзья, продовольственная программа собственными руками, возможно, когда мы постараемся у себя на огороде и постараемся так, чтобы на зиму обеспечить себя, свою семью своими овощами. Дорогие друзья, берем на вооружение все советы нашего многоуважаемого ученого. Иннокентий Аполлонович, большое спасибо вам за консультацию, за вашу экскурсию по вашему огороду, за подробный рассказ об обычных, о самых популярных наших овощах. И я думаю, без сомнения, что многие для себя открыли что-то новое вот в этой области. Ну что, дорогие друзья, пробуем.